Добрый день! Привет, ребята! Вас приветствуют участники отряда юных инспекторов движения города Казани. Мы начинаем наш веселый, Познавательный, открытый урок. Уроки открыты, открытые уроки. Давайте вместе повторим эти строки. Юные инспекторы расскажут обо всем. Открытые уроки все вместе проведем. Для начала давайте определимся, что это такое. А у нас рубрика «Автословарь». Культура поведения пешехода, пассажира, водителя. Это система ценностей, знаний, способов деятельности, норм, правил безопасности, основная функция которых – формирование и развитие готовности к профилактике и минимизации опасных факторов на дороге, использованию социальных факторов безопасности. Культура поведения на дороге должна прививаться с детства, и каждый участник дорожного движения должен осознавать меру своей ответственности. Предлагаю отправиться в путешествие по миру и узнать о культуре безопасного поведения на дорогах в разных странах. Япония. В Японии есть интересное правило. Если автомобилист обрызгал водой или грязью пешехода, это считается серьезным административным проступком, за который придется заплатить серьезный штраф. Коста-Рика. Здесь запрещено громко слушать музыку в автомобиле и велосипеде, если вы припарковались или проезжаете мимо школы, больницы или церкви. Южная Африка. Водитель в Южной Африке нарушит правила, если он не уступит дорогу погонщику животных или пастуху. При этом абсолютно несущественно, какую зверушку обиженный вами пастух сопровождал – лошадь, быка, осла, козу, овцу, свинью или страуса. Германия и Дания. В правилах дорожного движения этих стран существует целый список эмоций, которые неуместны на дороге. Среди них демонстрация согнутой в локте руки с кулаком и даже показ языка. За неприличные жесты можно получить очень большой денежный штраф. Это правило касается водителей, пешеходов и пассажиров. А как же дела обстоят в нашей стране? Участники дорожного движения, водители, пешеходы и пассажиры обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним правила сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков. Помните, что в России правостороннее движение транспортных средств. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические средства организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. Помните, для пешехода тротуар, для водителя транспортного средства проезжая часть, для велосипедиста велодорожка. Уважение ко всем участникам дорожного движения – это очень важно. Предлагаю спеть об этом песню. И пешеход, один из них куда-то идет, второй
движения. Соблюдайте правила дорожного движения. Культура дорожная, наука простая. Пути друг друга всегда уважаем. Культурные участники дорожного движения всегда друг другу проявляют уважение. Не спорят, кто главнее на дороге, колеса или ноги, колеса или ноги. Культурные участники дорожного движения всегда друг другу проявляют уважение. Не спорят, кто главнее на дороге, колеса или ноги, колеса или ноги. В какой бы стране ни пришлось сесть за руль велосипеда, автомобиля или выйдя на тротуар в качестве пешехода, всегда нужно помнить элементарные правила вежливости. Будем добры и внимательны друг к другу на дорогах нашей страны. Не только на дорогах, но и в любой ситуации нужно оставаться воспитанным и вежливым. И у нас есть задание. Сделай буклет со своими правилами культурного поведения на дороге. Пришли в электронном виде на портал soklad.ru. На этом наш урок закончен. До свидания, ребята! До новых встреч! Уроки открыты, открытые уроки. Давайте вместе повторим эти строки. Юные инспекторы расскажут обо всем. Открытые уроки все вместе проведем.